В Алекминском районе обсудили нормы и квоты наступающего охотничьего сезона. Самым оживленным стало обсуждение вопроса весенней охоты на водоплавающую дичь. Какие вопросы еще были обсуждены, расскажут наши алекминские корреспонденты. Несмотря на большое количество любителей охоты в районе, на общественные слушания по обсуждению норм и квот на добычу охотничьих ресурсов пришли в основном напрямую заинтересованные стороны. Представители от заповедника, Комитета охраны природы. Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности в соответствии с федеральным законом о животном мире являются: это земли, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд. В ходе беседы обсуждались вопросы по распределению охотничьих лимитов. Судя по вопросам, интересовала общественность и то, наблюдается ли негативное влияние деятельности трубопровода ВСТО и высоковольтной ЛЭП на флору и фауну Алекман. Еще более оживленно пошел разговор при обсуждении весенней охоты на водоплавающую дичь. Две стороны, одна из которых выступала за полный запрет весенней охоты, а другая за продление ее сроков для добычи ненырковой утки, в итоге пришли к общему знаменателю. Просим правительство, чтобы голову, и будем просить, чтобы нам разрешили охоту на второй сезон, на второй срок, на нырковую утку. Поэтому, я хочу, чтобы браконьерничать не надо, надо соблюдать правила охоты. Действительно, стоит ли ломать копья, ведь охота для ряда населения практически традиционный промысел. Опять же, надо помнить о заповедях дедов. Не бери лишнего, не гневи вояная. Елена Фас, Максим Копылов, Сергей Лифу, НВК Саха, Алекминск.